Доброе утро, дорогая республика! В эфире «Утро Якутии» и я, Дарья Анкехова, приветствую всех телезрителей, кто сейчас находится у экранов телевизора. Конечно, мы не призываем находиться у экранов телевизора целый день, но как минимум начать этот день с нашей программы советуем, потому что, как всегда, мы постараемся рассказать вам о самом полезном, о самом интересном, и, конечно же, мы хотим, чтобы это утро стало для вас позитивным и бодрым. Итак, начнем мы, конечно, как обычно, с нашего небольшого анонса. Сегодня несколько дат в календаре, о которых мы подробнее поговорим с нашими утренними гостями. Также мы расскажем о сельском кулибине, который из ненужного хлама создает полезные для хозяйства вещи. А также в продолжении истории о фламинго, найденного зимой в Якутии. В очередном выпуске нашей постоянной рубрики «Советы юриста» мы узнаем, в каких случаях полезно оформлять кредитную карту. Ну и в конце программы, как всегда, по понедельникам вас ждет астрологический прогноз. Ну и начнем мы, как всегда, о рассказе о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 21 градус. В заречной группе 17-21 градус тепла. В южных районах 13-16 со знаком плюс. В Вилюйской группе до плюс 19, в Нижнеленских 8-18 градусов. В западных районах 15-17 выше 0, в Колымо-Индигирской группе улусов до плюс 18. В Янских районах 1-3 со знаком плюс. На северо-западе 1-5 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 22 градуса. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, юго-западный 4 метра в секунду. Сегодня днем кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 30 градусов. Такой ожидается погода сегодня, 27 июня. Интересно, какими датами отмечен этот день? На календаре 27 июня. Сегодня отмечают Всемирный день рыболовства. День молодежи России. День микро, малых и средних предприятий. По народному календарю Елисей-Гречкосей. На Руси на Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. Гречиха была крайне важной культурой для русского народа. В этот день также принято было освещать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Также поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство. В этот день российская императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, представленный итальянским архитектором Растрелли. Указом императора Александра II на основе Главного управления путей сообщения и публичных зданий образовано Министерство путей сообщения. Первым министром путей сообщения стал Павел Мельников. Установлен первый в мире банкомат. Машина нашла свое место в Энфилде, на севере Лондона. Создатель устройства Джон Шепард Барон вдохновился автоматом по продаже шоколадных батончиков. Он просто заменил конфеты на деньги. Вышло постановление правительства Москвы об установке памятника вознаменования 300-летия российского флота. Автором проекта стал знаменитый скульптор Зураб Церетели. В этот день родились Борис Хмельницкий, советский и российский актер театра и кино, композитор. Виктор Дробыш, российский композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Тоби Магуайр, американский актер, продюсер. Алсу, российская певица, телеведущая. Хлои Кардашьян, американская телевизионная персона, актриса, модель. Именины сегодня отмечают Александр, Владимир, Георгий, Иосиф, Николай и Павел. Сегодня, как мы уже сказали, День российской молодежи. Как отметить этот день? Что интересного ждет молодежь? Мы спросим у нашего первого утреннего гостя. И это Ирина Атласова. Она является начальником управления общественных связей и молодежной политики города Якутска. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Ирина Александровна, принимайте поздравления, конечно. Это такой профессиональный ваш праздник, да? Наверняка сегодня подготовили массу интересных мероприятий, акций. Вот немножко об этом расскажите. Ну, во-первых, хочется также присоединиться ко всем поздравлениям
настроением поздравить молодежь Якутии с этим замечательным праздником, с Днем российской молодежи. Да, действительно, по всей республике сегодня будут проводить различные молодежные мероприятия, акции, значит, фестивали, конкурсы. И мы, город Якутск, столица Якутии, тоже не отстаем. И сегодня на площади Орджоникидзе мы в 2 часа приглашаем всех жителей и гостей нашего города на площадь Орджоникидзе, где состоится городской фестиваль «Старт к успеху». И на этой площадке у нас будут проводиться различные вот, значит, мероприятия, в том числе вот хочется рассказать, значит, будет ЗОЖ-площадка от общественного движения «Волонтеры, медики», где будет проведена квест-игра. Также от общественного движения «Брейкинг Якутск» будет баттл среди брейкеров. Будет от педагогов, от общественной организации педагогов, педагогический гейминг. Будет акция от нашего управления, где наши специалисты будут стоять с таким вот ящиком импровизированным, где молодежь могут прямо на месте написать пожелания, идеи руководству республики, города Якутска. Также ровно в 3 часа начнется городской открытый фестиваль творчества для молодежи ЕКТ «Талант», где прямо на месте могут молодежь наша подойти, зарегистрироваться и показать свой талант. Ну и также от Молодежной ассамблеи Республики Саха-Якутия будет проведена игра «Этноквест», и от Центра занятости республики будет вот, организована ярмарка вакансий от различных наших предприятий и организаций. Насыщенная программа, да? А как давно вы лично пришли вообще в молодежную политику, да? Как давно работаете с молодежью? Почему выбрали именно такой путь? Ну, если так сказать, то я, наверное, как себя помню, всю жизнь была активисткой и общественницей, да? Ну, и со студенчества в профсоюзной организации исторического факультета была активисткой. Общественное движение наше, да, землячество республики, вот ЗЕОМа есть, где все наши районы в городе Якутске представляли свои улусы. Тогда я, когда была студенткой, представляла именно Аймяконский район, была председателем этого землячества, Чесхан. Ну и плюс, конечно же, молодежный парламент, молодежное правительство, очень-очень много наших разных общественных организаций, наверное, где меня невозможно не найти было, да, и это было замечательно, и девушки, Ну вот, и лидеры, и так далее. Да. Ну вот, Ирина Александровна, вы такой яркий пример активной молодежи, да, а вот на сегодняшний день молодежь все-таки более такая сдержанная или очень много у нас активных, таких позитивных, креативных ребят? Я могу так сказать, что молодежь, она на самом деле, каждое поколение разное, да, но есть преемственность от молодежи, которая передает, вот, допустим, свое же общественное движение своему преемнику. Конечно, есть различия. Интересы меняются, меняются формы общения, формы организации. Активная молодежь. И, что самое главное, она продвинутая. Продвинутая в части того, что они предлагают различные, очень такие инновационные проекты, идеи и, конечно же, форматы мероприятий. Ну а какие интересные проекты реализует молодежное объединение города? Значит, смотрите, наше управление действительно координирует работу молодежи именно столицы Якутии. И именно на территории столицы, ну, в Якутске проходит очень много разных мероприятий. Допустим, сессии, форсайты, значит, проектные офисы. И нас в этом деле всегда поддерживает наше курирующее министерство. Это Министерство по молодежной политике и социальным коммуникациям. И сегодня тоже наши мероприятия они поддерживают. И благодаря им сегодня вот такая вот замечательная у нас будет ну, вот и выставка, и различные площадки. Конечно, они все активные. Активные. А какие форматы работы с молодежью сегодня наиболее востребованы? Вот вы затронули эту тему, да, что меняется время, да, меняется молодежь. В части формата я сразу могу сказать, да, нынешней молодежи не нравятся длительные лекции, длительные какие-то вот такие вот, просто вот, ну, если когда кто-то транслирует, да, и они просто сидят и слушают. Раньше мы, допустим, да, ну, такой переходной после Советского Союза молодежь, мы еще достойно, вот до конца дослушивали выступления наших ораторов. Сегодня нет. Сегодня молодежь наоборот хочет выступить, наоборот хочет высказать свои идеи. Поэтому на сегодняшний день больше всего подходят форматы именно коммуникационных сессий, форсайтов, где наоборот очень быстро мастер-класс провели наши опытные коллеги, и ребята уже начинают сами говорить и предлагать.
А какие вообще интересные идеи вот будут реализованы в ближайшее время? Вот какие-то, может, проекты, те самые, о которых заявила уже молодежь и нашла поддержку, возможно? Слава богу, пандемия закончилась. Слава богу, как говорится, вчера вот завершилось замечательное мероприятие, как наш юбилейный Исех Туймады. И имеется в виду, что все сейчас восстанавливается. И буквально в июле, в середине июля, в городе Вилюйск пройдет республиканский молодежный фестиваль «Табыз», где представители, значит, всех районов делегации молодежные примут участие, в том числе город Якутск тоже будет очень достойно представлен. А вот говоря о других городах и улусах, как вы взаимодействуете? Есть ли у вас какие-то общественные, там, я не знаю, какие-то площадки, организации, да? Вот нужно же объединить всю молодежь. Конечно. И, как я уже выше говорила, это наше министерство профильное, да? Ага, Министерство молодежи. И, ну, буквально недавно завершились у нас пандемийные, значит, форматы. И вот как раз сейчас мы начали встречаться на УСЭХах. Это самые главные мероприятия. Значит, увидимся, вот как я уже говорила, в Вилюйске. И плюс у нас в планах, конечно, очень много таких мероприятий, братимских, можно сказать, где мы с коллегами из ближайших улусов, по крайней мере, с моей стороны, будет предложено взаимодействие, выезды друг к другу для того, чтобы обменяться, конечно же, опытом и мнениями. Но это все в рамках республики. А Конечно. есть ли обмен опытом вот с другими городами? На данный момент я сразу скажу, то, что пока в планах вот прямо сказать, что вот завтра или в ближайший месяц городское такое или там межрегиональное мероприятие будет, такого нету. Потому что я еще раз повторюсь, у нас пандемия только закончилась, и будем сейчас уже планировать уже другие форматы. До этого были все ВКС. Ну, понятно. Ирина Александровна, ваши пожелания всей молодежи республики? Ну и в первую очередь, конечно же, я поздравляю своих коллег, которые работают в сфере молодежной политики, специалистов. Желаю молодежи активной, различным нашим молодежным общественным движениям, организациям быть такими же позитивными, такими же идейными, чтобы то, что вы преследуете и ставите перед молодежью для решения многих социальных проектов, они исполнялись. С Днем российской молодежи! Спасибо большое, Ирина Александровна. Мы также присоединяемся к вашим словам и поздравлениям. И, конечно, сейчас мы прервемся на короткую паузу, ну а потом мы обязательно вернемся в наш утренний эфир и расскажем много чего интересного, а самое главное – полезно. Не переключайтесь, просыпайтесь вместе с «Утром Якутии». Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Зажжен первый факел эстафеты огня международных игр «Дети Азии». Торжественное мероприятие прошло в рамках празднования Исеха Туймады. Первым эстафету огня начал четырехкратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России по боксу Василий Егоров. Огонь игр пробежит два этапа. Первый в Якутске, второй по всей территории Приморского края. Напомним, в этом году игры пройдут по 19 видам спорта во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. Отметим, что следующие «Дети Азии» по инициативе главы республики Айсена Николаева пройдут уже в Якутске в 2024 году. Для всех нас, для якутян, сегодня волнительный день, поскольку игры «Дети Азии», международные спортивные игры, которые были инициированы первым президентом нашей республики Михаилом Ильичем Николаевым, в этом году проходят во Владивостоке, в Приморском крае. И символично, что сегодня в местности Ушхатын мы передаем огонь нашим коллегам Министерству спорта Приморского края, которые получают эстафету от огня и, соответственно, будут готовить и проводить спортивные игры «Дети Азии». Как вы знаете, недавно, вот буквально несколько дней назад, игры «Дети Азии» были зажжены в местности Ленские столбы, которые являются нашей гордостью не только республики, но и России, и всего мира. Он включен в всемирный список шедевров ЮНЕСКО. И вот сегодня прибыл в священное место Ушхатын для того, чтобы мы передали спортсменам Приморского края. В последнее время идет возрождение старинного ремесла. Мастера, хранящие традиции предков, передают будущим поколениям. Во время проведения Исеха Туймады прошел конкурс кузнецов по извлечению железа из руды путем выплавки на печи. Умельцы состязались по 3 категориям – ковка хамуса, якутского ножа и батыя.
Каждый представитель из районов обладает особенными качествами и техникой исполнения. Главным же событием стало участие юных кузнецов. Они имеют большой опыт и имеют свой оригинальный стиль ковки и достигли немалых высот. Суть конкурса объединить мастеров из разных улусов, да, сплотить кузнецов. Так, и возрождение кузнечного дела. Конкурс проходит при поддержке Управления культуры окружной администрации города Якутска. Также Союза кузнецов Якутии. Да, большое спасибо за этот конкурс. Виктор Асадин завоевал бронзу на чемпионате России по вольной борьбе в весовой категории до 70 килограмм. Соревнования проходят в Кызыле и Республике Тыва с 23 по 27 июня. Ранее в январе Виктор Асадин выиграл золото международного турнира Гран-при Иван Ярыгин-2022, а в мае одержал победу на турнире по вольной борьбе в борцовской лиге Поддубного. Комитет Государственной Думы по обороне предложил принимать на воинскую службу по контракту выпускников школ. Предполагается внесение поправок к статье 34 о воинской обязанности и военной службе, которые предполагают принимать в ряды российской армии на контрактной основе мужчин со средним общим образованием, не зачисленных в запас, если они подлежат призыву. Документ опубликован на сайте законодательного органа. Поправки будут рассмотрены во втором чтении 28 июня. Новости из мира политики и экономики продолжит дайджест Захара Никитина. Он подготовил новости о наиболее интересных событиях в сфере культуры. Здравствуйте! С вами «Культурные новости». Мы расскажем обо всем подробно и по порядку. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о единой системе домов Аланхо и мерах государственной поддержки аланхасутов, запевала-сохая и кузнецов. Документ направлен на сохранение и укрепление эпического наследия народов республики. Согласно указу, в Якутии будет создана единая система домов Аланхо. Будет предусмотрено финансирование творческих проектов и программ по ремонту и реконструкции домов Аланхо республики в размере не менее 50 миллионов рублей ежегодно, а также учреждены ежемесячные стипендии Илдархана по 30 тысяч рублей носителям традиционного культурного наследия, аланхасутам, запевалам-асохая и кузнецам. В единую систему будут объединены дома Аланхо, которые построены в улусах, на территории которых проводились исехи Аланхо, а также дома арчи, фольклора, этнокультурные центры, в уставе которых предусмотрена деятельность по сохранению, изучению и распространению якутского героического эпоса Аланхо. 19 июня в России впервые отметили День народных художественных промыслов. Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, праздник будет отмечаться ежегодно в предпоследнее воскресенье июня. Министерство культуры и духовного развития Якутии и Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Семяк» провели в честь праздника флешмоб «Сохраним наши промыслы». Участники флешмоба из числа мастеров прошли по старому городу, неся в руках свои изделия. Всего на данный момент в республике общее количество мастеров составляет более 5000 человек, из которых около 200 имеют статус народного мастера Якутии. В Якутии принят закон о государственной поддержке кинематографии. Благодаря ему якутское кино получило законодательную основу, которая обеспечит финансирование бюджетом республики кинопроизводства в полном размере.
Таким образом, принятие закона позволит включать в региональный перечень государственных муниципальных услуг и работ, оказываемых госучреждениями по производству и распространению кинофильмов, видеофильмов, видеороликов. Изменения коснулись и федерального законодательства в области кино. Теперь 100% финансирование производства и проката могут получить художественные, документальные и анимационные фильмы, которые являются дебютными для режиссера. При этом режиссер должен быть выпускником государственного вуза в области кинематографии и окончить его не более чем 5 лет назад. Также финансирование могут получить документальные фильмы, в том числе научно-популярные, уникальные авторские анимационные картины. В Якутии состоялся международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо». В этом году фестиваль проводился в 4-й раз. Он был посвящен культурному наследию народов России и мира. В программу фестиваля вошли демонстрация свадебного обряда семейских Забайкалья, ритуальный индийский танец, бурятский сам, армянские танцы, якутское Олонхо в исполнении молодых артистов театра Олонхо и многое другое. Якутский героический эпос Олонхо был провозглашен ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества в 2005 году. Это был завершающий выпуск культурных новостей в предыдущем телевизионном сезоне. Желаем вам летом хорошо отдохнуть и прощаемся с вами до осени. Талантами богата якутская земля, и не только творческими. В наших селах живут настоящие самородки. И моя коллега Туяра Филиппова недавно познакомилась с одним человеком, которого смело можно назвать якутским Кулибиным. Эта картофелесажалка, которую придумал и собрал Юрий Савинов своими руками, пользуется успехом не только у соседей. Но и не без помощи соцсетей о ней и ее авторе узнала вся республика. Самодельная техника позволяет сажать картофель в несколько раз быстрее, чем вручную. Тяжеловато, поэтому, чтобы она сопалась, и эти трудоемкие работы, чтобы были легкими, ворота не чистил, что она сама чистила. Двор сельского Кулибина больше похож на выставку достижений народного хозяйства. Здесь и комбайн по уборке сена, различные станки, прицепы-трансформеры и даже мангал, сделанный из старого газового баллона. Мастерить мужчина начал, когда вышел на пенсию. Говорит, что сподвиг на это интерес к технике и желание облегчить нескончаемую работу сельского труженика. Сам же умелец всю жизнь проработал трактористом, и в советское время нередко все приходилось чинить своими руками, а достать дефицитные запчасти было нелегко. Отсюда и привычка ничего железного не выкидывать и пускать в дело. Вот и ворота тоже приладил из ненужного колеса, которое к тому же зимой само чистит снег, и ручка старых «Жигулей» пригодилась. Для своего удовольствия делаю, и чтобы соседям лучше было. И люди знали, что это хорошо, что легко было. Большинство своих изобретений Юрий придумывает сам, но кое-что все-таки подсматривает из интернета. Однако неуемная природная смекалка все равно заставляет добавлять свое и усовершенствовать увиденное. Гордость мастера – печка в гараже с большей теплоотдачей, чем обычная. Весь секрет в воздуховоде, куда воздух нагоняется с помощью обычного вентилятора от компьютера. Первый и главный ценитель изобретений, конечно, супруга мастера. После работы сидеть дома ему это скучно было как-то. И так начал он делать эти свои поделки. Картофель, сажалка он делает нынче. А до этого еще другой способ изобрел. Для закапывания он делал тоже. Это очень помогает хозяйству, конечно. Страсть к изобретательству у Юрия Савина, как он сам полагает, заложена в генах. Хотя о своих предках знает мало, так как рос сиротой, считает, что, возможно, в его жилах течет кровь знатного верхневилюйски рода кузнецов Чап-Уга.
Это косвенно подтверждает и тот факт, что дети народного умельца тоже живо интересуются занятием отца и с удовольствием ему помогают. Туяра Филиппова, село Намцы, Верхневилюйский улус. Какие же замечательные люди живут в селах. И как же повезло супруге этого умельца, ведь, наверное, по дому работы у нее, наверное, становится меньше благодаря таким изобретениям мужа. Ну и, конечно, подобные люди, они всегда достойны уважения и восхищения. Ну а я, как женщина, всегда восхищалась теми людьми, кто умеет в суровых климатических условиях выращивать теплолюбивые растения. Недавно я узнала у специалиста, как правильно нужно ухаживать за цитрусовыми растениями. И действительно, в Якутии вырастить цитрусы возможно. Вот те самые цитрусовые. Перед вами вот каламандин, так, цитрус, и, пожалуйста, лимон, лимонное дерево. Но если говорить об уходе за этими растениями, то нужно учитывать тот факт, что это растения, конечно же, к нам пришли из южных широт, там, где очень много солнца. Вот. Поэтому мы должны это учитывать, конечно, при нашем уходе дальнейшем. Так, у них, значит, особый почвенный состав почвы. Почва должна быть кислая и довольно плотная по консистенции. Поэтому, значит, мы должны почву готовить очень тщательно, подобрать почву. Вот. Затем, после того, как вы, значит, его у себя передержали там 10-14 дней, вы должны его подготовить ему хорошее место, где он будет стоять постоянно. Место должно быть светлым, должно быть особо непродуваемым. Вот. И, значит, вы должны обеспечить, конечно же, хорошую влажность. Они любят хорошую влажность, постоянное опрыскивание. Так, и постоянный обильный полив. В летнее время цитрусы требуют к себе очень обильного, постоянного полива. Вот. Значит, если говорить о плодах, то на одном небольшом деревце не рекомендуется, например, да, оставлять более 5-6 плодов. Потому что вот если вы видите веточки, да, то вот эти плети, они как бы... Сколько вот этих вот разветвлений, столько должно быть плодов. Да? Если больше, то нужно, конечно же, убирать. Значит, наши цитрусы, они съедобные, но в первый год мы не рекомендуем их вообще брать в рот, потому что они пришли с теплицы, и, естественно, там, может быть, были использованы разные химикаты. Да вы что? То есть, Анна Николаевна, вот эти замечательные мандаринки пока просто для красоты, да? Да, это декоративные как бы мандарины. А как часто они созревают вообще? Созревание очень долго идет, это где-то полгода. Вот то, что вот сейчас видите, вот на этих вот, на этих. А вот зелененькие, да? Да, вот это зелененькие, это, значит, плоды, которые еще не созревшие плоды, они будут стоять довольно вот долгое время, до полугода могут стоять. Поэтому это все должно убираться вовремя, да, и оставлять только зелень вот это вот. Ага. Если говорить о лимончике, то лимончик у нас стоит без плодов. Да, пока без плодов, но он цветущий. Видите, у него тут есть вот цветущие уже пошли, да. Вот. И вот видите, вот уже завязался плод один небольшой. Тоже можно было вот на нем оставить всего лишь 2-3 плода. И все остальное, видите, ну у него все остальное убрали уже заранее. Так, а вот такой вопрос, да? Далее этот лимончик созреет, да, через сколько примерно? Месяц, 2-3 или годами? Нет, он будет стоять где-то, наверное, полгода, скорее всего. Полгода. Появляется лимон. Расти будет. Расти. И лимон примерно какого размера? Вот как в магазинах или это все-таки декоративно? Лимончик должен быть большого размера. Большой, то есть, да, такой? Хорошо. И когда мы чай-то с лимоном попьем? Еще через полгода или все-таки? Ну, наверное, год уйдет у вас на это. Год на один лимон. Летом можно, конечно, содержать их на террасе, на веранде, чтобы воздух шел хороший. И вообще, конечно же, я вот понимаю, что хотя это плодовое растение, всегда формирование идет в целях декоративности. Да. То есть это визуальная красота. Упор на декоративность идет, да. Ну а вообще цитрусовые вырастить в домашних условиях можно? Конечно, можно. Но есть такие прецеденты есть, которые вот люди, которые берут, они как бы потом приходят рассказывать, да. Но я сама думаю, что, конечно же, если говорить серьезно, да, о росте лимона, то лучше, конечно, иметь теплицу. Желательно зимнюю теплицу, чтобы, или сад зимний, чтобы там ему было намного лучше, он чувствовал себя, чем нежели в квартире. В квартире это как бы вот такой вот рост, может, чуть выше будет, да. Это просто будет декорация, декоративное растение. А чтобы иметь серьезное плодовое растение, то, конечно же, уже нужны другие условия, более такие профессиональные.
Мы благодарим Анну Тихонову за полезные советы. И действительно, мы очень любим, когда в наших проектах зачастую дают вот такие полезные, нужные советы. Особенно мы радуемся, что у нас есть такой проект, как «Мы вам покажем», где постоянно мы встречаемся с различными героями, кто обучает нас всему вот поэтапно. Поэтому смотрите проект «Мы вам покажем», и каждый будний день, и обязательно, возможно, для вас появится новая полезная информация. А мы движемся далее. Гриша оказался Груней. В Красноярском парке флоры и фауны Роев ручей сообщили, что спасенный зимой в Якутии фламинго оказался самочкой. Дело в том, что пол у этих экзотических птиц невозможно определить на глазок, поэтому орнитологам помогают лабораторные анализы. Образцы крови ранее отправлялись на исследования в Москву. Напомним, зимой история с обнаружением фламинго в Чаяндинском месторождении в Ленском районе удивила многих. Как теплолюбивая птица оказалась в суровом месте, до сих пор доподлинно неизвестно. Специалисты предполагают, что птенец просто отстал от стаи во время миграции. Спасли птицу нефтяники. Сначала ее направили в зоопарк «Живые алмазы Якутии», затем в Красноярск. Там найденыша назвали Гришей. Сейчас птица чувствует себя хорошо, набирает вес и уже принимает привычный розовый окрас. Груня умеет показывать характер. Она очень боевая, говорят в Красноярском парке, где сегодня живет фламинго родом из Якутии. Действительно, эта новость о том, что фламинго появилась в Якутии, тогда облетела все средства массовой информации. Ну и мы, конечно, радуемся, что все завершилось благополучно для фламинго, и будем отслеживать и дальше ее вот такое становление. Но, кстати, в минувшую пятницу во всем мире отметили День розового фламинго. А сегодня календарь отмечен еще одной датой. Это Всемирный день рыболовства. И в студию мы позвали специалиста в этом деле. Да, это Вячеслав Владимирович. Он является главным специалистом лаборатории водных биоресурсов Якутского филиала Всероссийского научного института рыбного хозяйства и океанографии. Доброе утро. Доброе утро. Ну, поздравляем вас с таким замечательным праздником. Да, вот сейчас мы видели сюжет, да, где рассказывалось о том, что уже фламинго к нам залетают. Да? Ну а что касается разновидности рыб, тоже меняется, да, все со временем у нас в водоемах? Конечно, да, у нас есть тенденция такая, то что, но если последние виды, которые вспомнить, которые нам уже встречаются, это сазан, которого у нас раньше не было, это, получается, с верховьев Лены у нас спускаются. А еще есть такой вид, как лещ, тоже недавно появился у нас в водных объектах. И бывают случаи попадания еще ротана. Такой вид тоже, раньше у нас их не было, теперь они начали встречаться в наших водных объектах. Вообще, можно сказать такое, что биологическое разнообразие северных наших рек, она, в принципе, достаточно широкая. Если не учитывать морские виды, у нас 39 видов обитает в пресных водах республики. А если учитывать и морские виды, то появится у нас еще 47 видов, более 47 видов водных биоресурсов. Так что дополнение к этим еще вот новые виды, которые 3 уже у нас встречаются и, в принципе, ловятся. Ну, вот вы сказали, да, что у нас появляются такие виды, как лещи. Да? Это все-таки дело рук человека или с чем это связано? Ну, односложно это сказать нельзя, потому что все-таки у нас идет потепление климата, да, это вообще известно. И благодаря этому новые виды осваивают новые территории, они расширяют свой ареал. Если раньше на территории Якутии средняя температура была чуть пониже, сейчас повышается, и вот сазан, лещ, ротан, они начали осваивать новые территории. А можем ли мы утверждать, что рыбные запасы, да, вот на территории республики, они все-таки у нас увеличиваются или уменьшаются? Вот вы перечислили количество, да, разнообразных видов рыбы, а все-таки если взять статистику такую некую? Ну, по официальной статистике вылова у нас ежегодно вылавливается около 5000 тонн рыбы. Преимущественно это сиговые, это арктический омуль, сибирская ряпушка, нельма, муксун,
чир, пеледь. Еще важным объектом для нас является сейчас сибирский осетр. Если сказать, то в России только у нас открыто промышленное рыболовство сибирского осетра. И этим мы очень гордимся сильно, что у нас сохранилась такая популяция осетра. Популяция, да? А что касаемо вот из тех видов рыб, что исчезают, которые вот можно перечислить все-таки, за что мы переживаем? В Красную книгу России по Якутии включены 2 вида. Это сибирский осетр, реки Яна, Колыма и Индигирка, а также арктический голец озера Токко. А в Красную книгу Республики Саха-Якутия включены, кроме осетра и гольца, нельма, уэльская популяция Анабарского района, и горбуши рек Яна и Колыма, а также ленский пескарь. Вот это то, что мы должны беречь. Да, мы должны беречь, сохранить. А что изучают ученые вашего института, да? Над какими проблемами вы работаете? Основная задача нашего филиала – это государственный мониторинг водных биоресурсов и среды их обитания, а также оценка запасов. Основными вопросами, которыми занимается наш филиал, это получается разработка рекомендаций по рациональному ведению рыболовства. При промысле очень важно, чтобы запасы оставались, сохранялись, потом, чтобы будущее поколение тоже могло рыбачить, и рыба, чтобы была на столе. Кроме этого, мы совершенствуем правила рыболовства. Как известно, у нас есть 3 вида рыболовства. Это любительское рыболовство, промышленное рыболовство и рыболовство в целях обеспечения традиционного уклада народов Севера. Ну, любительское рыболовство у нас недавно, совершенно в прошлом году, вышло новое правило рыболовства, в котором именно в нашем регионе позволено рыбакам-любителям ловить рыбу сетями и невидами, сетными орудиями лова. Это очень хорошо, по моему мнению, потому что в наших суровых условиях Севера рыба является одним из основных продуктов питания. А вы сам рыбак? Я рыбак-любитель. Любитель, да? Любитель. Ну и вот самая любимая ваша рыба какая? Для меня самая любимая рыба – это карась. Карась. Да, якутский наш карась. Хорошо. У нас есть 2 праздника, да, связанных с рыболовством. Это Всемирный день рыболовства и День рыбака. Вот в чем значимость сегодняшнего праздника? Ну, насколько мне известно, Всемирный день рыболовства был основан в июле 1985 года Международной конвенцией по вопросам развития рыболовства и рыбоводства. День рыбака – это вот как наш российский праздник. Впервые его отметили в Мурманске в 1864 году. Потом после года это было принято в СССР. После последнее издание этого приказа было в 1980 году. Основной задачей этих праздников является сохранение нашего уникального биоразнообразия рыб Якутии, ну и в мире в целом. То есть не просто отметить, да, но также обратить внимание, да, и Конечно. задуматься. А вообще, насколько жители Якутии вот такие рачительные, да, насколько они бережно относятся, или все-таки есть такие моменты там браконьерства и так далее, или все-таки мы по статистике, допустим, да, с другими регионами, если сравнивать, у нас такой ответственный, да, человек, житель? Ну, в последнее время у нас ответственное самосознание, она, конечно, повысилась. Это очень хорошо, то, что люди начали убирать за собой мусор, они приехали на рыбалку, то есть вышли, приготовили, супчика поели, уха поели, за собой убрали и уехали. Это очень хорошо для экологии, это полезно, это не захламляет наши реки и способствует восстановлению популяции рыб. В последние годы стали создаваться у нас в республике рыбоводческие хозяйства. Крупные промышленные компании занимаются проектами по зарыблению рек и озер. Да? Через какое время примерно мы увидим результат и как изменится вот то самое биоразнообразие?
Ну, в этом деле главное понимать, что такое аквакультура и что такое искусственное воспроизводство. Их надо разделять. Аквакультура – это вид сельскохозяйственной деятельности. Это как выращивание и коров, как выращивание лошадей, как выращивание оленей, кур. А искусственное воспроизводство – это способствует именно к тому, чтобы наши водные биоресурсы сохранялись и популяции их становилось больше. Ну, сказать, через сколько лет мы увидим полезность вот этих мероприятий, достаточно сложно, потому что если вопрос выпускать карасей, то можно получить от этого плюс уже через 2 года. А если выпускать длинноцикловых видов, таких как осетр, то они в наших водных объектах половозрелости достигают к 17 годам. Так что вот сроки могут быть очень разные, и надо исходить из видов, каких выпускается. Спасибо большое, Вячеслав Владимирович. Мы благодарим вас за то, что посетили наш утренний эфир. Ну и, конечно, мы надеемся, что именно благодаря таким специалистам, как вы, все-таки мы сохраним нашу фауну республики, да, и все-таки та самая северная якутская рыба всегда будет славиться и, конечно же, будет самое главное качественная и вкусная. Ну и поздравляем всех с праздником, да. С Днем рыболовства. С Днем рыбака. Ни хвоста вам, ни чешуи. Ни хвоста вам, ни чешуи. Спасибо большое. Ну а самым рыбным краем на Дальнем Востоке по праву считается Приморье. Отпуск в столице Дальнего Востока – это коктейли с потрясающих видов соленого воздуха, вкусной еды и морепродуктов. А самое главное – это впечатления, которые будут греть долгой и холодной зимой. С каждым годом количество туристического сервиса растет, и качество тоже. Поэтому все больше и больше якутян выбирают именно Владивосток местом своего летнего отдыха. Во Владивостоке уже начинается туристический сезон. Уже сейчас можно поехать и получить фейерверк впечатлений. Отдохнуть у моря, посетить разные бухты, пляжи, острова, розовые пещеры и фермы морепродуктов. А также увидеть морских котиков в естественной среде обитания и многое другое. Туристический сезон у нас начинается с конца апреля. Как только открывают навигацию, мы начинаем. Лодки у нас теплые, закрываются от ветра, от дождя, ничего страшного. И заканчивается он уже конец сентября и вот где-то середина октября. Что касается туристов из Якутии, я буквально вот пару дней назад отмечал, что наплыв из Якутии очень большой. Я сам не ожидал. Очень приятное общение, люди добрые, прям любознательные. Мне работать вот с вашими людьми очень интересно. Поэтому людей много. Едут. Практически каждый день люди бывают из Якутии. Во Владивосток можно попасть разным путем, как наземным, так и воздушным транспортом. Самолет обойдется вам около 30 тысяч, а на поезде около 10. Также большое количество якутян добираются на автомобиле, как на личном, так и на общественном. Вообще вот эта бухта, она является такой, скажем так, ее особенность в том, что здесь на берегу очень много стеклышек. Стеклышек и камушков стеклянных, и всего такого очень красиво. Это потому, что здесь рядом был когда-то фарфоровый завод, и из-за того, что вот он там что-то производил, они изготавливали, на этом берегу оказалось вот так много стекла, разного разноцветного, и люди приезжали сюда специально для того, чтобы набрать этих стеклышек. Им было очень интересно все это наблюдать. Это, мне кажется, это единственное место здесь, в Владивостоке, где столько много было стеклышек на берегу. Владивосток с его огромными мостами, сопками и переменчивой погодой кардинально отличается от большинства других городов России. И именно этим он привлекает туристов. Преодолеть тысячи километров до столицы Приморского края решится не каждый. Но тем, кто решился, Владивосток дарит массу впечатлений и желание вернуться. Это город, который можно исследовать бесконечно, каждый раз открывая что-то новое. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Ну а тем, кто собирается этим летом на отдых, будет полезна консультация нашего юриста Вероники Тамтосовой. Сегодня она расскажет о том, как и что нужно сделать для того, чтобы оформить кредитную карту. Ведь путешествие – это дело затратное, и многим без заемных средств не обойтись.
Доброе утро, дорогие друзья. Мы идем в ногу со временем. Сейчас мало у кого есть наличные денежные средства, все пользуются картами. Но, как правило, не каждый задумывается, особенно старшее поколение, чем дебетовые карты отличаются от кредитных. Итак, что же такое кредитная карта? Кредитная карта – это карта, на которой есть определенный лимит, установленный банком. То есть это деньги банка, которыми вы можете воспользоваться. То есть вы в какой-то бесплатный период пользуетесь данными денежными средствами. В последующем, если вы своевременно установлены банком бесплатный период не возвращаете данные денежные средства на карту, начинает списываться комиссия, проценты, неустойки и штрафы. То есть об этом нужно помнить. Что нужно сделать? Если вы решили, что вам правда нужна кредитная карта, необходимо ознакомиться с порядком пользования данной карты. То есть сначала мы смотрим обслуживание карты, сколько обходится в год. То есть если сумма нас устраивает, замечательно, мы эту карту можем получить. Далее, с учетом наших доходов устанавливается определенный лимит, который в последующем может повышаться. То есть это те денежные средства банка, которыми вам, скажем так, выдает займ, возможность в определенный период воспользоваться с последующим возвратом. То есть нам необходимо посмотреть, какой срок возврата. Допустим, сняли мы денежные средства, у нас взимается комиссия. Какая комиссия за снятие денежных средств? Если мы оплачиваем данной картой какие-то покупки в магазинах, комиссия, как правило, не взимается, но опять же все зависит от банка, то есть какие условия данной кредитной карты установлены. Это все в договоре оформления кредитной карты. То есть отдельно информировать вас о том, каким образом будет взиматься плата, банк не будет. Да? То есть он заключил с вами договор о выдаче кредитной карты, он полагает, что вы со всеми условиями ознакомились. Если вы с условиями не знакомы, каким-то образом случайно так получилось, что вам специалисты банка предложили, и вы согласились завести себе кредитную карту, возможно зайти в личный кабинет на сайте банка, да, и ознакомиться, какие же условия пользования этой кредитной карты. То есть ознакомиться, какой у вас максимальный лимит, максимальный срок для возврата денежных средств, какие будут взиматься проценты ежедневные, как правило, да, какие штрафы, неустойки за несвоевременный возврат денежных средств. Будьте внимательны, осторожны, знакомьтесь с документами и выбирайте те продукты банка, которые вам правда нужны. Мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Граждане предпенсионного возраста, которые были признаны безработными до 2019 года, смогут получить пособие в повышенном максимальном размере по заявлению. Об этом сообщили по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Сейчас размер пособия по безработице, которое начисляется предпенсионерам, признанным безработными в 2018 году, не превышает 8 тысяч рублей. В то время как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице может составлять до 11 280 рублей. Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Тимур Ханды рассказал о том, что популярность маршрутов зависит от предпочтений туристов. По мнению министра, необходимо развивать коллективные средства размещения – гостиницы, туристические базы отдыха, гостевые домики, а также создавать правильные маршруты разных классов – эконом, бюджет и люкс. На Исахе Туймаады отметили и татарский национальный праздник Сабантуй. Мероприятие состоялось в рамках Дней Татарстана в Якутии. Сабантуй считается главным праздником лета у татар, что в дословном переводе звучит как праздник плуга. Посетили празднование и поздравили гостей Айсан Николаев и глава Татарстана Рустам Миниханов. Программа включала в себя концерты представления, демонстрацию различных обрядов, а также национальные игры, такие как борьба, бой мешками, бег с коромыслом, прыжки на мешках и многие другие. Всех поздравляю с сегодняшним замечательным праздником Исех и, конечно, с тем, что в рамках Исеха сегодня впервые начинается здесь у нас замечательный праздник братского Татарстана, праздник Сабантуй. Для нас это очень важно, потому что наш Исех Туймаады, он давно уже превратился из праздника одного народа в праздник всех народов, которые живут у нас в Якутии. Он нас всех объединяет, он символизирует всему миру дружбу и сплоченность наших народов. И я очень рад, что в эти дни радость нашего юбилейного Исеха сегодня приехала такая большая
делегация Братской Республики Татарстан во главе с ее президентом Рустамом Нургалиевичем. Для нас это очень почетно, для нас это большая честь. И, конечно, это показывает связь между нашими народами, древними народами, связь между самым северным в мире тюркским народом, народом Саха, и татарским народом, самым большим тюркским народом нашей великой России. И я уверен, что вот сегодняшние праздники, они еще больше нас сблизят, сделают эту связь еще прочнее, еще сильнее для процветания и наших республик, и нашей великой России. Песня «Душа народа». Якутский народ веками сохраняет и чтит свою уникальную песенную культуру, где отражена вся красота и гармония мира, связь человека с природой. Во время проведения Сахатуймады прошел республиканский конкурс якутской народной песни «Джурускен Колос». В конкурсе приняли участие лучшие вокалисты из разных районов республики. Состязались в исполнении народных песен и дети. Гости и зрители приветствовали юные таланты очень тепло. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Мы продолжаем наш утренний эфир и напоминаем вам, дорогие наши телезрители, о том, что у нас есть активный телеграм-канал, куда вы можете отправлять свои поздравления, можете также предлагать какие-то идеи, возможно, вас интересуют какие-то вопросы по нашим постоянным рубрикам. Мы обязательно ответим вам, поможем вам и, конечно, будьте активнее, пишите туда. Самое главное, конечно, это поздравления. Ежедневно мы озвучиваем их в прямом эфире, и замечательный повод есть, наверное, у каждого поздравить своих близких. Каждый день есть повод. И мы продолжаем наш эфир, и хотелось бы напомнить вам о том, что мы работаем в прямом эфире на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. И каждый день в 7 часов утра мы делаем ваше утро позитивным, добрым, и мы очень надеемся на то, что вы пробуждаетесь именно с нашей программой. Ну а всем, кто прислушается к звездам, мы предлагаем послушать гороскоп на эту неделю. Овны, проявляйте максимум активности сегодня. Близкие люди надеются, что вы поможете разобраться в их проблемах, а в выходные уделите время своим детям. Телец, в начале недели удачными будут любые покупки. В середине недели возможны судьбоносные знакомства и встречи. В выходные приготовьтесь к визиту родственников. Близнецы, вы можете добиться того, чего хотите. Вас ждет удача в личной жизни и в карьере. Возможны романтические встречи. Живите полной жизнью. Рак, вам стоит заняться своим образованием, но не нужно переутомляться. Важен еще и отдых. Уделяйте время любимому человеку. Ему важно ваше внимание. Лев, будьте готовы делать комплименты окружающим. Постепенно круг вашего общения станет заметно больше. Но ваш любимый человек может ревновать вас. Постарайтесь ему все объяснить. Дева, возможно, вам не удастся реализовать свои идеи с первого раза. Переживать не стоит, ведь пока не самое лучшее время для серьезных дел. В личной жизни наступает период гармонии. Весы, не бойтесь путешествовать, радуйтесь новым открытиям и впечатлениям. В конце недели возможны самые непредсказуемые события. Вы можете столкнуться с конфликтными ситуациями в семье, не принимайте важных решений. Скорпион, не стоит говорить резких слов, ведь они могут спровоцировать серьезные конфликты. Не стоит усложнять отношения с окружающими. В выходные встретитесь с друзьями. Стрелец, не нужно выяснять отношения с любимым человеком. Попробуйте начать все сначала. Забудьте об обидах. Не стоит раздувать конфликты без повода. Козероги, вам предстоит много общаться с разными людьми и проводить переговоры. Вам нужно успокоиться и доверять советам родных и близких. Не забывайте о том, что вы должны сохранить свое здоровье.
Водолеи. Вас ждут романтические встречи, но менять судьбу не нужно. Пока что. Доверяйте своей логике и интуиции. Покажите себя с лучшей стороны. Рыбы, вам стоит сдерживать эмоции, не вступайте в конфликты. В конце недели в личной жизни наступит полная гармония. На работе вас ждет абсолютный успех. В астрологические прогнозы кто-то, может, и не верит. Ну а вот традиции народные почитать надо, особенно у нас на севере. У якутского народа считается, что если ты побывал на празднике встречи лета на Эсэхе, зиму ты перезимуешь без особых проблем. Думаем, что многие наши зрители уже посетили Эсэхи в своих городах и селах в эти дни. А если же нет, то мы предлагаем вам в завершение нашего эфира полюбоваться красивыми кадрами, снятыми нашими операторами на Эсэхе Туймады в Якутске, в местности Усть-Хатын. И прочувствуйте эту атмосферу праздника. Всего вам самого доброго. До встречи, и мы увидимся в это же время на телеканале Якутия 24, и это «Утро Якутии».